Главная тема обсуждения на встрече – проблемы с водоснабжением в селе. Этот вопрос остается актуальным не первый год. На сходе о решении наболевшего вопроса говорили представители водоканала и местные власти. До 1 июня, до 1 июня чекали еще. Загаши госстрои, вот Минстрой есть загаши, да. Федеральная целевая программа до 21 года в республике Малева ветхий водопровод Хусики, ветхий электропровод Хуцик, кабель прокинуть до газопровода. Федеральная целевая программа. Многих возмущает и нерациональное потребление воды некоторыми односельчанами, в то время, когда другие страдают от ее отсутствия. Жители и местные власти призвали экономить жизненно необходимый ресурс для человека. Беш акмалжа, беш турбажак дихан, куадихан асфальт дихан, турбажак, арнак дихан был турбажак. Ну, гей нямат дибискать, сухун да, хатнас нямат дибискать, да, хатнас беркатать. Нямат дибискать, харам, сухуат дихан, хугириш вашин аза отрицать дасбер. Юртжу аулас дихан, ядик халэйн юрт наха фида. Амбалдо чуки кучу бариги дихан, асфальт дулдуш дихан, куамачины жул дихан. Сиг дихан слага била жил исти. На сходе с докладом выступила участковый врач местной амбулатории. Год назад там провели капремонт. Сейчас есть все условия для приема пациентов. Их ждут на приеме врачи-терапевты, УЗИС, кардиолог и педиатры. Но многие не проходят ежегодные обследования, отказываются от вакцинации детей. Очень часто, когда врачи, терапевты особенно идут по домам, особенно в новостройках, очень многие не открывают двери, не открывают ворота, не запускают. Если запустят, могут и обругать врача. Мы, когда делаем перепись населения, мы обязаны записать ваша фамилия, имя, отчество, паспортные данные, записать номер вашего медицинского полиса и СНИЛСа, потому что в отчетах это все необходимо указывать. В то же время наблюдается положительная динамика работы местной амбулатории. За последний год им удалось сократить количество состоящих на учете больных туберкулезом с 67 до 37 человек. Пациенты своевременно проходили обследование, выполняли рекомендации врачей. Впрочем, к медикам у жителей тоже накопились вопросы. Самый волнующий – почему медсестры отказываются ставить капельницы. Мы раньше в амбулатории ставили капельницы, кому назначения были сделаны. Сейчас амбулаториям запретили капельницы ставить в амбулатории. Нельзя. Только уколы можем делать вам, перевязки уколы можем делать. Если же у вас назначено лечение, где есть и уколы, и капельницы ежедневные, то мы вас отправляем на дневной стационар в НГП. О криминогенной ситуации в селе рассказал местный участковый. Так все преступления, совершенные за прошлый год, были раскрыты. С начала этого года нарушений не зафиксировано. Участковый уполномоченный попросил родителей больше внимания уделять детям, интересоваться, где они пропадают и с кем. состав семьи заводит писать на доход до амалдаш да жук тебе да жук флет жук عند حبيب هو مش جوك انا لوش دي انا يا كيس يا جوك ده ده بريمير تدير انا حدا شو شيء مالا بده تدير وش حديث انت زحمه. Количество населения в селе стремительно растет. Соответственно, возрастает потребность в новой социальной инфраструктуре. В этом году в Плиево заложили капсулы под строительство будущих школы на 720 мест и детского сада на 220 мест. Также до конца года запланировано строительство Дома культуры, благоустройство улиц и прокладка дорог в районе новостроек. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.